Саламатсыздарбы, эфирде маек рубрикасы, анын алып баруучусу мен Нурмухаммед Абдымажинов. Эмнегедир акыркы күндөрү жер шарынын үстүндө басып жүргөнүбүздү сактап турган негизги бир себеп унутулуп бараткансый. Бир уккан адам үчүн бул өтө үлкүмүштүү болушу мүмкүн, бирок мына ушул нерсени билиш үчүн бизге бүгүн конокто Алейне экологиялык кыймылынын башкы жетекчиси Эмиль Шүкүров келди. Эмиль аба, саламатсызбы? Жанагы өзүңүздүн китебиңиз боюнча табигат, маданият жана адам деген китеп жазыптырсыз. Ушул китеп боюнча бир аз кыскачараак бизге түшүндүрмө берип кетсеңиз. Эта книга появилась как результат такого общения и со слушателями, и с читателями, потому что я писал небольшие статьи и публиковал в разных местах, а потом вот их собрал как книжку. Потому что главная идея это в том, что сейчас мы переживаем глубокий кризис, вообще вот наша современная цивилизация, именно потому, что эта цивилизация основана не на культуре, причем не на культуре традиционной, которую имели традиционные народы, но вот на этих цивилизационных принципах, которые произошли из вот тех стран, тех государств, которые унаследовали вот подходы к развитию из рабовладельческих государств прежнего времени, а потом из колонизаторских государств. Вот эта западная цивилизация, которая сейчас победила во всем мире, это та цивилизация, которая выросла, можно сказать, на костях. И, конечно, для них самым главным мерилом успеха было достижение собственных интересов. Ошол өзүңүз айтып аткан собственный интерес дейсиз. Ушуну кимдер куруп атат? Бул кайсыл адамдар? Бизге эмне максатта куруп атышат булар? Бул системаны. Вот все современные вот эти государства, они сейчас преследуют главную цель – это победить в политическом и экономическом плане. Вот это собственный интерес каждой страны. Вот, именно. И для этого они могут затеять войны, для этого они могут разрушать природу. Вот. И для этого они могут вообще разрушать основы жизни людей. И культурные основы жизни людей, и природные основы жизни людей. И они, вот эти страны, те, которые как раз выросли на идеологии рабовладельческих стран и на идеологии стран, те, которые были колонизаторскими странами, они, вот я много общался с очень многими хорошими людьми с Запада, но я убедился в том, что они сами не понимают, насколько у них глубоко укоренится высокомерие по отношению. Вот они ко мне как к хорошему другу относятся, но высокомерие у них сохраняется. Они считают, что я не могу высказать истину большую, чем они, вот, потому что они же белые, они же, так сказать, сейчас наиболее успешные, вот. А мы где-то третьеразрядная страна, и что мы можем им такого хорошего нового сказать? Ушул адамзаты төрөлгөндө кичинекей ымыркай адам болуп төрөлөт. Анан айланасы кандай болсо, ал адам ошондой болуп өсүп чыгат да. Анан ушул адамдын кандай адам болуп өсүшүнө, чоңоюшуна негизги бир эң таасир этүүчү күчтөрдүн биринчилери бул кайсылар болуп саналат? Балким кинодур. Это очень хороший вопрос, потому что на самом деле вот, человек формируется в той среде, в которой он развивается. И мы как раз имеем сейчас такую ситуацию, когда эта среда не формирует человека, как бы обладающего необходимыми качествами для того, чтобы гармонично взаимодействовать и с другими людьми, и с природой. То есть он не умеет взаимодействовать со средой своего обитания, которая включает и других людей, и природу. Потому что его сейчас современная среда обитания напичкана всеми искусственными
так сказать, вещами. Он или торчит в телевизоре, или он торчит в компьютере. Он, значит, выходит на улице машины, какие-то огромные дома стоят. Вот. В магазин заходит, в магазине там всякая жвачка, всякие предметы потребления, которые развращают его вкус, которые не учат его созидательно работать. Ему главное вот это схватить, потом выбросить, схватить другое. Потому что сейчас, положим, все превратилось в товар. Раньше, положим, если у девочки была кукла, она с куклой до самой свадьбы своей нянчилась. А сейчас у девочки может быть целый вагон кукол. Вот. А если они вот так вот быстро меняют свои игрушки, не привязываются к ним, то они не будут привязываться и к людям. Очень плохо. Сиз айткан бул кукла, анан жагына көчөгө чыкса эле чоң үйлөр, үйгө кирсе компьютер, интернет, анан баягы кыймылдабай адам көнүп атат да, көп кыймылдабай оорулар дагы ушунун натыйжасында жаралып атат, жаш балдар ооруп атат, ымыркай балдар төрөлгөндө эле оорукчан болуп төрөлүп атат. Бирок ушул нерселердин баарын бизге бирөө кылып атат да, бирөө жасап атат мынчу. Ким жасап атат ушуну? Это тоже хороший вопрос, но тут нужно понять, что мы сейчас, хотим мы этого, не хотим, перешли в рыночную экономику. И сейчас все у нас постепенно превращается в товар. Вот. Мы так между собой еще какие-то остатки чисто человеческих отношений сохраняем. А так, вообще-то говоря, вот в тех действиях, которые изменяют нашу среду, мы все превратили в товарные отношения. И вот эти вот товарные отношения, которые построены в первую очередь на прибыли, получить прибыль, это резко изменило нашу среду в том плане, что вот люди, которые стремятся к прибыли, они разрушают вот эту среду. Ну вот, когда строятся огромные дома, в первую очередь уничтожаются деревья. Когда много машин, в первую очередь уничтожаются деревья, потому что деревья не приносят прибыли. Вот он 10 квадратных метров занимает дерево, оно не дает никакой прибыли. А построил дом, каждый квадратный метр там сотни долларов ему дает. То есть, но это приводит не просто к разрушению окружающей среды, но и к разрушению личности, к разрушению человека. Потому что он начинает тоже мерить все вот этими мерками. Можно же из этого выгоду получить, прибыль какую или нет. А вот это раз. А во-вторых, он как бы не борется с тем, чтобы вот это стремление к прибыли не разрушало культурную среду и не разрушало природную среду, вот, экологическую среду. Потому что это слишком дорого обходится. Потом, когда разрушается экологическая среда, люди болеют. В городах, вот в Бишкеке, мы лидируем по болезням, по всем видам болезней мы лидируем по республике. Это что? Значит, город создан для людей или для тех, кто хочет заработать? Вот. Это любой ценой. На здоровье этих людей. Все, вот. И, кроме того, и с культурной точки зрения город разрушен. Город должен быть центром культуры. А что мы видим? Напротив, он разрушен как культурный центр. А это тоже очень дорого стоит, потому что в бескультуре порождает самые разные пороки. Воровство, там, грабеж, убийство, обманы и все прочее. И вот страна борется с коррупцией. Это болтовня одна. Демек, сиздин жолуңузга караганда бул нерсенин баары баягы акчанын артынан чуркоонун кесепетине келип чыгып атат. Акча деп атып эле баягы адамдык касиеттери жоголуп, анан адам болбой эле какой-то бир робот механизм болуп калып атат да. Анан ушул нерсеге мындай дагы бир күлкүнүчтүүрөөк суроо берейин сизге. Эмнеге акчасы жок жашасак болбойбу? Акчасы жок эле бири-бирибизге бир нерсе кылып берип, акчасы жок эле жардам берип кошунаңызга барып, эч кандай акча сурабай эле барып, менде бар бул компьютер, мен сени колдонуп ал, 1 саат, 2 саат деп берип, ошо акчасы жок жашай албайбызбы? Уже в мире есть такие движения,
чтобы строить свои отношения на этих основах не экономических, а основах взаимной помощи. Вот одна из самых высокоразвитых стран, положим, Германия. Там создаются общины, которые друг другу, в которых люди друг другу помогают. Вот. И оказалось, что они стали жить, в принципе, лучше, вот, то есть комфортнее, у них все, значит, в порядке, все работает. И вот эта более комфортная жизнь в экономическом вычислении стала на 60% дешевле. То есть вот эти все экономические отношения не приводят к нормальной жизни. Это экономические отношения приводят к тому, что из нас выкачивают все больше и больше денег для того, чтобы давать все меньше и меньше различной продукции и услуг. Вот как строится. А когда вот люди напрямую обмениваются, один другому починил там компьютер, другой убрался в доме, третий посидел с детьми и так далее. Вот они объединились, и это не обязательно, чтобы люди находились в одном доме или в одном городе. Вот такие общины, они создаются даже просто по сетевому принципу в разных местах, но в такой зоне досягаемости, чтобы они могли приехать друг к другу. Ошол сиз атаган уюмдун аталышын кайталап коесузбу? Германиядагы. Это происходит в самом центре в Германии, в районе Берлина. Это, я же говорю, что это не одно определенное место. Это вот город и прилегающие, положим, негородские места поселения и так далее. Түшүнүктүү. Анан алар макул акчасы жок бири-бирине жардам көрсөтсүн, а бирок алардын тамак ашы кандай болот? Эгерде биз да ошондой кыла турган болсок, бири-бирибизге тамак аш бекер бере албайбыз. Конечно, они себе не производят питание, они так сказать, покупают все это дело. Они, конечно, вынуждены что-то извне покупать и некоторые услуги извне получать. Но вот те услуги, которые они могут друг другу оказывать, вот они оказывают на такой безвозмездной, бесплатной основе. Ушул нерсени дүйнөлүк деңгээлде жайылтса болобу, сиздин көз карашыңызча? Это очень тоже вот правильная постановка вопроса. На самом деле, вот все проблемы нашего общества происходят из-за того, что государство, оно стало главным, господствующим, так сказать, организующим началом для жизни всего общества. Оно лезет на все уровни. Вот, на все уровни лезет. А государство – это прежде всего власть. А власть – это прежде всего насилие, то есть принуждение. А те отношения, которые строятся на принуждении, не могут быть нормальными человеческими отношениями. И когда они везде начинаются строиться по принципу принуждения, то тогда, конечно, общество начинает разлагаться. Безусловно. А вот если запретить государству опускаться на уровень, где могут быть управления на принципе самоорганизации, взаимной помощи, то тогда общество тут же выздоровеет. Вот пример. У нас были две революции. Какой главный урок этих двух революций? Главный урок то, что государство уничтожило общество. Потому что в городе исчезает государство, и на протяжении 2 дней 100 мародеров терроризируют целый город, в котором почти 1 миллион человек, да? Это что значит? Это значит, мужиков не осталось в городе, да? А куда они делись? А их кастрировало государство. А кастрировало, потому что оно влезает во все поры. Почему нет, положим, именно нормальных, независимых от государства органов местного самоуправления? Потому что государству нужно все вот сосредотачивать исключительно в своих руках. И оно тем самым делает общество неспособным к самоорганизации. Вот надо на уровне сельских общин, на уровне городских кварталов организовать местное самоуправление, и это будет гораздо более эффективное управление, чем это государственное, потому что милиция не обеспечивает, коммунальные службы не обеспечивают нормальную жизнь и так далее. То есть куда ни посмотришь, государство на нижних уровнях абсолютно недееспособно.
Но тем не менее, оно там все захватило рычаги управления. Надо отсечь вот это государственное управление. Взаимодействие с государством должно быть, но не на уровне управления. А вот это вся местная самоорганизация должна быть. И чем больше. Вот кыргызы в своей истории, когда кочевой народ были, у них государство лезло в дело аила. Аил был главной единицей воспроизводства жизни. Так? И в аиле все экономически воспроизводилось, и народонаселение, и культура воспроизводилась. Государство тогда не вмешивалось. Все там делали. Вот у кыргызов была система джитята. Вот когда вот эта система, она действовала совершенно независимо от какого-либо государства. Государство у кыргызов возникало тогда, когда нужно было разбираться с соседями, и когда нужно было образовывать межплеменные союзы и так далее. Но это для того, чтобы решать такие задачи самого высокого уровня. Вот чем должно заниматься государство. Ушул нерсени ишке ашыра баштасак балким кылса болот. Надо начинать когда-то. Башташ керек, э? Да. Вот у нас Жогорку Кенеш чем только не занимается, куда только не лезет, в какие вопросы только не суется. А разобраться, почему у нас неэффективное государственное управление, это их задача главная. Сиз ушул жерден мамлекет жөнүндө сөз козгодуңуз, анан бир ой жаралды да, мен баягы ушул биздин мамлекет, государство. Бизди башкарат, бирок айрым жерлерден угам, окуйм, кээ бир массалык маалымат каражаттарынан биздин мамлекетти дагы башкарган өзүнчө бир белгисиз күч бар деп чөйдө жактан. Мисалга алсак, Орусия болушу мүмкүн, же тиги Американын 370 кото 300 үй бүлөдөн турган еврейлер башкарышы мүмкүн. Кандай деп ойлойсуз, бул жомоктогудай угулган жокпуз, же чындыгында эле мен айткан нерсе барбы? Ну, тут очень непростая, так сказать, ситуация, в принципе, потому что вот сразу как бы все это дело поменять — это невозможная вещь, это нужно делать постепенно. Но нужно создать условия для такого перехода, условия при этом на всех уровнях. И этим должно заниматься тоже само государство. И вообще-то говоря, вот эти вот как бы примеры были во многих местах, во многих случаях, но у нас могут быть и свои подходы к решению этих вопросов. Вот это все надо, так сказать, собирать и делать образцы, которым потом все могут подражать. Сиз кечир коюңуз, бирок мен өзүмдүн суроомо так маалымат жооп ала албай калдым да, так жооп ала албай калдым. Значит, самое главное, вот надо всегда не упускать главного. Не просто там сделать какое-то изменение, а для чего сделать. И вот достигнуто это изменение, достигнуто вот это вот изменение, которое должно быть, или нет. Вот если мы будем создавать местное самоуправление, а не просто для того, чтобы было местное самоуправление, а для того, чтобы улучшилась жизнь, чтобы для них стала правильная жизнь. Они не, так сказать, передавали все свои заботы куда-то наверх, что должно они какое-то государство беспокоиться, а должны на месте решать большинство вопросов. Вот. И это все, вот тогда это будет действительно какое-то положительное, позитивное изменение. А если просто делать какие-то вот изменения и не следить, получается или не получается, тогда это неправильно. Адамзатка табигаттан бери керектелүүчү нерселер берилет да. Тактап айтканда, мен сизге түшүнүктүү болуш үчүн орусча айтайын, өзүңүздүн китебиңизде жазганыңыздай, истинные потребности и ложные потребности. Чыныгы керектелүүчү нерселер, мисалы дем алыш керек адамзат, өлүп калат, дем албаса, тамак ичиш керек. Бул чыныгы керектелүүчү нерселер да. Чыныгы эмес, калп, кайсыл бир белгисиз күчтөрдүн жардамы менен бизге жармаштырылып жаткан нерселер.
А, Вот я уже говорил, мы перешли к рыночной экономике. Перешли к рыночной экономике, и самая большая опасность в этой рыночной экономике, что все в этом обществе становится товаром. Все превращается в товар. Положим, вот я был когда в Америке, там в ресторане угощают арбузом, ну арбуз на кубики, там уже порезано, семечки убрали, и дают еще сахар. Я говорю, зачем сахар? Ну как без сахара, ничего не получится. А арбуз красный, сочный, но не сладкий. Ну а как товар он продается как арбуз. Вот. А почему он не сладкий? Потому что сладкий арбуз долго не лежит. Вот. Он начинает прокисать. Вот. И так у них все товары, все продовольственные товары превратились просто в товары. И мы сейчас перешли в эту среду. Помидоры, они не помидоры, вы уже молодые, вы не знаете, какие были раньше помидоры. Это были с очень тонкой кожурой, очень сочные, мягкие и все прочее. Сейчас тут жесткие, ими можно хоть шишку на голове посадить. Вот. Но вот называется помидоры, потому что товар, потому что он должен долго храниться и иметь хороший вид. А там в некоторых помидорах, там даже волокна такие, как деревянные они. И это один только пример. А так все превращается в товар. Вот. И это вот как раз наибольшая опасность. И тогда, когда нам нужно, значит, вот переходить к более нормальным отношениям, то тогда вот и вот, положим, средствами кино, и средствами телевидения, все, значит, вот, так сказать, сдвигается в сторону отоваривания, вот, чтобы все стало товаром. Вот что. Или же какая-то идея, какая-то политическая идея, вот ее начинают продавать через это, всячески все расписывать. И это везде и всюду реклама. Реклама – это самое безобразное из изобретений человечества, потому что она бессмысленная, наглая, некрасивая, неэстетичная, без ничего. Она страшно развращает людей и страшно уничтожает вообще среду человеческую. Ну вот, какой нормальный человек позволит, чтобы значит, ему всю морду заклеили всякими рекламными листочками? Это вот какие-нибудь идиоты, они делают, они могут все, что хотят. А нормальный человек не позволит. А у нас лицо города, все заляпано рекламой. Вот как мы можем сфотографироваться на фоне родного города, а за нашей спиной вот эти всякие рекламные щиты? Это же безобразие. Реклама должна быть, реклама – двигатель торговли. И она должна быть, но на своем месте, чтобы она была видна только тем, кто хочет ее смотреть. А кто ее не хочет смотреть, пусть она не лезет ему в глаза. То же самое и по телевизору. Ну, пусть некоторые каналы могут жить за счет рекламы. Освободите некоторые. Есть уже такие каналы, которые эту рекламу не гоняют. Это антикультура реклама. Вот. И вот это вот эти вот все вот эти вот вещи, они становятся нам привычными, мы их потом не замечаем. Мы считаем, это так и должно быть. Ушул жарнама маселесин козгоп кеттиңиз, ушуга байланыштуу бир суроо бергим келип калды. Бишкектин ген планы азыркы убактагы туура багытта түзүлүп жатабы? Мисалы, жаңы тамдар түшүп атат. Бул абдан жакшы чоң тамдар түшкөнчү, кабат үйлөр. Бирок ушул нерсе туура салынып атабы же таптакыр мындай адамдын ден соолугуна зыян алып келе турган акыбал эмеде салынып атабы? Вот по моим расчетам, прикидкам, уже больше половины города не годятся для жизни человека. Больше половины города. Бишкектин өзүндө. Вот. Потому что отсутствует озеленение. Идешь по тротуару, и тебя жарит солнце.
летом. 40 градусов жары, и нет ни одного дерева, а ты идешь по тротуару. Да? Надо же тогда городского чиновника, который отвечает за озеленение, или мэра города, поставить на 20 минут вот на этом тротуаре. Пусть он постоит без головного убора. И пусть он поймет, что это такое, какую они среду сделали в городе. Вот. И да, должны быть высотные дома, вот, и так далее. Во-первых, безобразная архитектура, абсолютно безобразная архитектура. Она ничему не соответствует, кроме жажде наживы. Вот. Ну что они, эстетически, что ли, какие-то привлекательные? Да ничего, каждый сажает, какую попало коробку. Раз. То есть разрушение культуры, эстетики города. Во-вторых, ну, ладно, ты вот на этой территории уничтожил всю зелень. Ты не просто заплатишь штраф. За штраф ни одно дерево не выросло. А ты должен вот посадить сквер в городе в шаговой доступности от любого жилого района. Вот должны быть скверы. И должно быть такое же ненарушенное соотношение между количеством зелени и количеством горожан. Это не город не для вот этих домов, а город для горожан. И не для различных там этих дельцов, которые хотят на чем-то заработать, а для горожан. Если ты за счет их благополучия что-то делаешь, то вот тогда ты не имеешь на это права. Ты должен тогда вот возместить тем, что делаешь вот это вот озеленение в городе. И должны быть для каждого городского района, участка, определены принципы озеленения. Не меньше такой-то площади полномерных деревьев, полномерных кустарников и полномерных газонов. Вот, чтобы должны быть при вот этих застройке, чтобы это все не нарушалось. А так можно, если никаких нормативов нет, все разрешается, все, что можно, пожалуйста. И еще очень, на мой взгляд, ну, нечестное законодательство. Ну, например, срок давности. Вот построили дом внутри парка. Срок давности истек, когда можно было этот дом, значит, убрать и так далее и тому подобное. Что значит срок давности истек? Он нарушает? Он теперь что, перестал нарушать? Он там разрушает экологию. Он что, перестал разрушать экологию? Вот для тех всех построек, которые разрушают экологическую среду города, не должно быть никакого срока давности. Все они должны, как только это все будет доказано, независимо от времени их возведения, они должны быть уничтожены. Причем с, значит, большими штрафами для тех, кто это все-таки возвел. Вот и все, никаких сроков давности не должно быть. Сиз айтып атасыз, ошо шаарыбыздын жарымдан көбү туура эмес багытта салынган депчи. Бул нерсе адамдардын ден соолугуна канчалык деңгээлде таасир этет, жана кандай ооруларга алып келиши мүмкүн? В первую очередь это приводит к загрязнению воздушной среды города и невозможности, чтобы она продувалась, очищалась. Потому что вот эти застройки, они преграждают путь ветрам. Вот. И, значит, раньше город строился так, что были улицы с запада на восток и были улицы с юга на север. И с запада на восток вот эти ветры чаще всего идут, а еще с юга весь город продувался горным ветром. Ни одного города в мире нет, который бы дышал горным воздухом. Вот мы построили эти микрорайоны и все перекрыли. Это идиотизм. И потом у нас ни одной не осталось улицы чистой, свободной, открытой с юга на север. Все они там закрылись, перекрылись и все. А этот горный ветер, он очень слабый. И поэтому любой заслон его тут же задерживает. И вот эти вот щиты, они окончательно закрыли. Вот эти щиты, растяжки, все окончательно перекрыли всякое движение вот этого горного воздуха. И
Вот в первую очередь люди страдают именно из-за грязного воздуха. Это вот автомобили, вот это зимой это частное отопление, и ТЭЦ тоже добавляют сюда. Да. И, пожалуйста, люди страдают болезнями органов дыхания. Вот. И по аллергии различные. И по аллергиям, и по болезням органов дыхания, особенно у детей. Город стоит на первом месте и в республике, и в Чуйской долине. Вот. Второе. Вот среди всех этих загрязнений, и плюс среди тех загрязнений, которые, значит, с которыми горожане соприкасаются, это вот строительные материалы сейчас, больше половины, они страшно вредны для здоровья. Они могут вызывать большое количество заболеваний. Материалы, которые используются там для заделки щелей и так далее. То есть многие материалы строительные, они не проходят нормальной сертификации. И они приводят к очень тяжелым заболеваниям кожи и так далее. И город лидирует по количеству раковых заболеваний. Это что, хорошая среда для города? И кроме того, в городе еще масса всяких таких вещей, которые приводят к кожным заболеваниям и так далее, и так далее. То есть иногда к кожным заболеваниям приводят как раз вещества, которые используются в городе очень часто и много, это те, которые как будто бы должны чистить. Вот, например, стиральные порошки. Вот эти стиральные порошки, многие из них, они не безвредны для человека. Остатки их начинают вредно воздействовать на кожу. Иногда на дыхание тоже. То есть, а есть уже стиральные порошки, которые совершенно безвредны для человека и для окружающей среды. Тем не менее, ни санитарный контроль, ни городские власти этим не занимаются, чтобы вот в город не поступали вот эти вот вредные вещества. Шаарыбыздын туура эмес салынгандыгы ооруган адамдарды көбөйтөт. Анын ушунун натыйжасында халкыбыздын саны өспөй эле тескерисинче артка кетпейбизби? Я думаю, что главная наша задача даже не прогнозировать, как это все дальше будет происходить, а изменить эту ситуацию, вот, в которой мы оказались, изменить к лучшему, чтобы город был как раз тем местом, где люди живут здоровыми и живут дольше. Вот. Вот этого нужно добиваться. А так, вообще-то, конечно, нужно начинать с самих себя, в первую очередь. Вот мы говорим о том, что вот государство не делает, то не делает, городские власти не делают. Самих себя надо начинать. Потому что, например, очень многие в доме используют различные такие средства, которые вредны для здоровья. Ну, например, есть освежитель воздуха. Вот он прыскает, потом ребенок целый день кашляет, да? Вот. Надо соображать, что вот всякие эти искусственные вещи, потом дети сейчас все пьют вот эти всякие искусственные жидкости, да? Там спрайты, эти там бог знает что, вот, они воду уже не пьют, вот, чай не пьют, а пьют вот эти вот все искусственные жидкости. Но они не такие безвредные. Во-первых, в большинстве случаев они должны храниться при температуре не выше 14 градусов. Вот в этих киосках летом, когда 40 градусов, кто-нибудь хранит это при 14 градусах? Этого нет. А значит, вот эти вещества, они между собой начинают соединяться и превращаться в яды. А потом дети пьют вот эти яды.
Вот это надо учить и детей как-то не увлекаться вот этим всей искусственной едой, да? Вот. И это уменьшит количество вот этой загрязнения города вот этими всеми упаковками. Вот. И кроме того, сами горожане должны все-таки постараться не использовать вот эти всякие вещи, которые, неизвестно, какие последствия от них будут. Вот. Это нужно просто быть осторожными в этом отношении. Жогоруда суроомузга улантып дагы бир суроо берейин. Ушул Кыргызстандын тагыраак айтканда Бишкектин генпланы туура эмес салынган деп, ушул сыяктуу дагы башка мамлекеттерде салыштырып көрсөк кандай болду экен? Балким биздики алардыкына караганда жакшыраактыр. В принципе, как бы сравнивать с другими странами, городами, как бы не совсем правильно. Почему? Потому что условия, и экономические условия, и природные условия в разных местах очень разные. И вот у нас городские власти очень часто ориентируются на вот эти европейские страны и пытаются воспроизводить именно их внешний облик. Но европейские страны могут быть вполне благополучные с точки зрения, так сказать, экологии, без единого деревья. Без единого дерева. Потому что Европа находится между двумя морями, между Средиземными и Северными морями. Там морской климат, можно сказать, кругом. И они, конечно, могут себе позволять роскошь иметь города без деревьев. У нас это нельзя, недопустимо. Поэтому это не может быть для нас стандартом. Вот. Делать и генплан, и все эти мероприятия по городу нужно именно исходя из наших природных условий, именно наших. И вот они, например, в последнее время стали пилить верхушки деревьев. Да? Видел дерево и сверху спилено. А это где-то там в Москве они увидели или еще где-то наши начальники городские. И начали пилить. Это не просто убийство дерева, а вот это дерево, оно никогда не, вот это то, что спилено, не зарастет. Это будет постоянное место, где будет всякая зараза селиться и так далее. И поражать все остальные деревья. Что за отношение такое? Вот. То есть нужно исходить из внутренних своих условий, которые есть. И здесь очень, опять же, достаточно просто сделать это все нормально, если принять стандарты. Вот я могу привести пример. В Америке мы были, опять же. Небольшой город заехали, в центре там. И он весь такой зеленый, красивый, ухоженный, опрятный и так далее. Мы своему сопровождающему Стиву говорим: Стив, а почему так у них все хорошо? Он говорит: если хотите узнать, я могу вам устроить встречу с мэром этого города. И она, оказывается, это мэр-женщина, она была его одноклассницей. И вот он нам на следующий день сделал встречу с мэром. И она нам рассказала, что очень простой ход. Они не штрафуют ни за что. Говорят, штрафовать – это бесполезная вещь. Это только пополнение, положим, городского бюджета, больше ничего. А они, значит, ввели принцип, чтобы было сделано. Должно быть сделано. Вот. И у них еще такой, что сейчас тоже же у нас городская застройка больше, чем наполовину состоит из частных владений. Да? И у них эта зона между частным владением и проезжей частью называется зоной общего пользования. Вот. И за зону общего пользования отвечает владелец, вот этот частный. И ему дается предписание. Вот там 4 варианта, как должно быть это озеленено. Вот это от него до дороги. Какое должно быть озеленение? 4 варианта. Ему дают предписание, за год он должен это сделать. И никаких штрафов. Вот он через год
ничего не сделал и не штрафует. Но через год мэрия сама все делает, за свои средства нанимает фирму, и фирма все это делает. И вот когда мэрия все сделает, как полагается, она счет ему выставляет. Не штраф, а счет. И он по счету не может не выплатить, потому что это судебное дело. Вот. И это потеря лица. Вот предприниматель, который допустил до того, что ему предъявляют счет, это уже не предприниматель и не житель города. Это может дойти до обструкции, что ему запретят вообще в этом городе заниматься хоть чем-то. Германияда дизель менен жүргөн машиналарды, унааларды айдоого тыюу салынды да. Анан ушул биздин акыбалга кайрылсак эми, унаалар абдан көп бизде. Жол тыгымдары эми айтпай эле коюңуз, маршруткада кетип барсаңыз, баягы ысыктан чыдабайсыз, анча-мынча давлениясы начар адамдар кулагандар дагы аз эмес. Унаанын көптүгүнөн адамдардын ден соолугу абдан начарлап атат да күндөн күнгө. Ушуларды балким биз велосипедке өтсөк кандай болот Кытайдагыдай? Ну, я уже говорил, что вообще-то вот различного рода штрафы и, можно сказать, штрафного типа налоги всякие, все они обычно к положительным результатам не приводят. Вот. И поэтому нужно предпринимать совершенно другие меры для того, чтобы сократить вот эти вот вредные выбросы. Мы сейчас используем машины списанные, покупаем, да? Те, которые запрещают использовать в других странах. У них срок годности кончился, они продают их нам. А что значит срок годности кончился? Значит, они выбрасывают, да, это большое количество ядовитых веществ. Но вот об этом тоже надо каким-то образом думать. Как и тогда положим, всего набора тех машин, ладно, мы не в состоянии покупать новые машины, тогда просто надо выбрать те марки, которые все-таки не так загрязняют среду, как другие марки, и только их разрешить к покупке и так далее. То есть тут ограничительные меры должны быть именно связанные с этим, с выбросом. И вот в этом отношении можно, так сказать, также и поучиться у других стран, которые поощряют развитие городского транспорта. У нас городского транспорта практически нет. У нас все делают маршрутки только. А где вот в таких нормальных городах эти маршрутки увидишь? Нет их там. Там очень хорошо налаженный городской транспорт. Вот. И у нас это тоже вполне возможно. Наладить хороший городской транспорт, очень резко сократить количество маршруток, и у нас загрязнение воздуха очень резко уменьшится. Вот. Просто надо в этом направлении планомерно работать. Кыргыз маданиятында жана ислам дининде бул табигат менен адамдын болгон байланышы кандай чагылдырылган? Вот надо очень... Вот то, что касается кыргызской культуры, кыргызских традиций, потому что кочевые народы сохраняли равновесие с природой на протяжении тысяч лет. Значит, в этой культуре кочевого народа сохранились эти традиции, и их надо в новых условиях возрождать. Это не значит, что надо жить в юрте и ездить только на конях. Надо принципы эти возрождать. То есть поступать так, чтобы не навредить природе. Так? Вот. Что касается ислама, то с этим надо очень четко разбираться. Потому что у нас большинство людей переходят в ислам просто чисто автоматически. Вот. Что мы мусульмандар, значит, мы должны в этот ислам идти. Я в самых разных аудиториях интересовался, какой веры были предки, как они были
мусульмане. Ну какой? Больше 70 конфессий. А какая конфессия? Не знаем. Вот. То есть они даже не знают, как... Хотя, если возвращаться, то это, значит, положим, сунниты, да? Вот. И так далее. То есть, когда не знают, ну как бы, какие они, кто они на самом деле, как... Потом говорить о том, что они могут поступать по вере во взаимоотношении с природой, если они даже азов не знают этой веры. И потом нельзя ставить вопрос таким образом, что только и только ислам может научить правильным взаимоотношениям с природой. Вот. Тут должен быть только этот принцип, что природа такое же божественное творение, такое же творение Аллаха, как и человек. И только Аллах может решать, уничтожить природу или дать ей жить. А человек не имеет права этим заниматься, да? И он не имеет права делать вред, наносить природе, то есть вред тому, что создано Аллахом. Вот какой должен быть принцип. А не просто там искать соответствующую суру и говорить, вот так сказал. Вот. Именно вот так сказал, такой шаг сделать и так далее. Нужно извлекать принципы и им следовать. И тогда ты действительно будешь человеком веры, а не просто присоседился к этой вере. Сізге мына акыркы суроомду берейин. Адамзаты өзү бир гана маданият менен жашай албайт. Демек сиздин оюңуз боюнча биз өзүбүздүн кыргыз элибиздин маданиятыбызды өнүктүрбөстөн орустун дагы, казактын дагы, өзбек тубандын дагы маданиятын өнүктүргөнгө жардамдашышыбыз керек тигилерге. Бул туурабы? Туура. Это мир слишком сложен, чтобы его можно было охватить в каком-то одном ключе, в одном восприятии. И культура, она как раз способ понимания взаимодействия с этим миром. Но он очень сложен, этот мир, и одна культура, один язык, он не может охватить все сложности мира. И никакая культура. И вот эта глобальная цивилизация абсолютно не в состоянии это охватить. И поэтому нужно, чтобы было взаимодействие всех культур мира, именно настоящих культур. Не вот этой поп-культуры, которая сейчас насаждается, а настоящих культур, которые основаны на вот этих народных традициях, которые вот, обеспечивали на протяжении десятков тысяч лет нормальное сосуществование с природой. Это сейчас вот за 3 сотни лет глобальная цивилизация уже разрушила природу. А до этого нам предки оставили совершенно такую дикую, чистую, настоящую природу. Вот. А вот поэтому мы должны, и они должны от нас брать все культуры, весь положительный опыт. И мы от них должны брать весь положительный опыт. И этот опыт нельзя так вот по-научному считать, что вот там такая рекомендация, сякая рекомендация. Нет. Опыт – это прежде всего эстетический. Эстетический, то есть то, что прекрасно, то не может быть неправильно. И вот если ты правильно поступаешь, то ты поступаешь так, что сохраняешь красоту мира, красоту человеческих отношений. Вот. А каким способом ты сохраняешь или же даже сотворяешь эту красоту, то вот каждая культура дает как бы свои образцы. И вот мы должны следовать всем этим самым лучшим образцам. Бизде бүгүн конокто Алейне экологиялык кыймылынын башкы жетекчиси Эмиль Шүкүров болду. Эмиль аба, сиздин келип маек бергениңизге чоң рахмат. Сизге жеке ишиңизде, жеке турмушуңузда жана ушу бардык тараптардан сизге ийгиликтерди каалайбыз. Эмиль аба, сиздин келип бергениңизге чоң рахмат. Саламаттарыңыз. Саламатта болуңуздар.